Каждому из нас хотя бы изредка приходится покупать лекарства. Но есть те, для кого поход в аптеку становится жизненно важной необходимостью. К примеру, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Что происходит с ценами на лекарства? Какого качества товар, который предлагают нам местные аптеки? И как обеспечиваются льготники бесплатными медикаментами? Попытаемся разобраться. В одной из старейших сухумских аптек сохранили традиционные рецепты изготовления лекарств. На протяжении 50 лет сотрудники аптеки, сохраняя информацию, передавали ее друг другу. Состав этих препаратов в основном натуральный, но процесс изготовления медикаментов не стоит на месте. Современному человеку предлагают в аптеках разнообразные лекарства, причем отличаются они не только производителями, но и ценой. Ты есть взрослый? Да. Тоже дайте, пожалуйста. А сколько вот в среднем вы тратите на лекарства в На месяц? лекарства, ну как Часто вам болеет сказать? семья? Там, Ну, болеем, наверное, 2000, если не больше. Но один заход к врачу – это уже 5000. В Абхазии десятки аптек. Все они частные, но есть 3, которые принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Абхазфармация». Расположены они в столице Очимчире и Гудауте. Обслуживают эти 3 аптеки в основном инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Сколько человек льготников обслуживаете в день? Ой, если честно, вот Ну, приблизительно. приблизительно, вот может и 30. Обслуживают эти 3 аптеки в основном ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. РУП занимается государственными закупками медицинских препаратов. Министерство здравоохранения оформляет заявки на медикаменты, которые потом приобретаются через Абхазфармацию. Кроме того, предприятие реализовывает сильнодействующие препараты, обезболивающие и наркотические вещества для тяжелобольных пациентов. Выдаются эти медикаменты строго по рецептам. В Абхазию препараты, за редким исключением, поступают практически все с Российской Федерацией. Практически все контракты заключаются с коммерческими фирмами Российской Федерации. По ряду причин, учитывая, что у нас определенные объемы, они пока не позволяют выходить на какой-то внешний рынок, но есть еще иные факторы. В аптеках Абхазфармации могут также заниматься и реализацией лекарств. Цены, по словам директора Руслана Адлиба, демократичные. Абхазфармация закупает медикаменты на территории России. Также работают крупные аптеки Абхазии. Мы препараты получаем в Абхазии. У нас договора с нашими оптовыми поставщиками, с Лекфарма, с Абсномед и Медтургом. От закупочных цен добавляем 15-20%. А вот цена, которую мы видим в конечном счете, зависит не только от закупочной стоимости товара. К примеру, препарат покупают на складе стоимостью 100 рублей. Его необходимо доставить с ближайшего склада до границы с Абхазией. На транспортные расходы уйдет приблизительно 5 рублей и плюс таможенные платежи от 1 до 2%. Как сказали сотрудники аптеки, средняя наценка на товар составляет около 20%. Покупатель, приобретая товар, в итоге платит приблизительно 130 рублей. Из прибыли владельцы аптек должны еще заплатить заработную плату сотрудникам и оплатить расходы на содержание аптеки. Кроме того, конкуренция вынуждает владельцев аптек минимизировать наценки. Мы попытались сравнить цены в различных аптеках. Для примера взяли наиболее покупаемый противовирусный препарат Кагацел. Самое популярное средство Кагацел в этой аптеке, он стоит 295 рублей. В столичной аптеке, принадлежащей Абхазфармации, препарат стоил 290 рублей. И это средняя стоимость. В некоторых аптеках цена выше на 30-40 рублей. Но есть и те, в которых Кагацел стоит 275. Дешевле всего можно купить лекарства в крупных аптеках. Постоянный рост цен на медикаменты в Абхазфармации связывают с финансовым кризисом и общим ростом закупочных цен. Регулировать ценообразование на медикаменты государство не может, а эти скачки особенно бьют по карману пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Почему-то кардиомагнит, почему 320-300 рублей, когда вот сейчас я спросила, пришлось мне взять, потому что мне нужно было, а тут оказывается 250, 50 рублей, для пенсионеров, вы понимаете, это слишком много, на 50 рублей, на 60. Каждое лекарство, если будет дорожать, это будет очень сложно. Я живу в Афоне, у нас 2 аптеки. Там разные цены.
очень разницу дают цены. Например, я беру себе Амарил 3, в одном месте 500 рублей одна пластинка, а в другом где-то 595. Вот почти 95 рублей разница дает. Препараты попадают в какие сети? Сперва в сети коммерческих аптек и в сети, распределяющие по госучреждениям. Это два разных потока, можно назвать. Государство имеет право регулировать то, что попадает в государственные сети. То есть это посредством того же РУП Абхазфармация, допустим, либо фондов каких-то. Там еще какой-то контроль присутствует. Еще нет, там и есть главная точка приложения. Как в коммерческих сетях по рыночным отношениям государство не может никак контролировать эти цены. А ну какую-нибудь предельную стоимость, например? На сегодняшний день нет такой планки торговой наценки. В России есть. И то она ограничена списком, который называется список жизненно важных лекарственных препаратов. В нашей стране этот список сейчас в стадии создания, там основная его структура уже выстроена, там около, если я не ошибаюсь, 500 наименований. То есть этот процесс, он немножко долгий. Почему? Не только из-за нашей медлительности, скажем. Мы зависимы напрямую от поставок из соседнего государства. Все эти юридические отношения немножко тормозят формирование списка. Решить вопрос можно было бы, создав сеть государственных аптек. Но и этот вопрос повис в воздухе. В Минздраве надежды на улучшение ситуации в обеспечении медицинскими препаратами связывают с соглашением, подписанным с Россией. Документ уже одобрен в Абхазии и ожидает ратификации в России. А насколько будет необходима государственная аптека, если будет улучшаться снабжение в больницах, в поликлиниках, в том же фондах инвалидов различных и так далее. Если там запланировано с этого года, не хочу сейчас в цифрах ошибиться, ратифицировано соглашение на сумму 50 миллионов оказания помощи льготным группам граждан. Но и до этого в рамках государственных программ существует обязательство по бесплатной выдаче медикаментов. Но некоторые льготники говорят о том, что бывают и проблемы при получении медикаментов. Как нам говорят люди, которые иногда не получают лекарства, что есть некая задолженность или что-то такое. В Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии не отрицают, что перебои с выдачей медикаментов бывают, но проблемы с дефицитом решать все-таки удается, говорит руководитель организации Тимур Зантария. Перебой, конечно же, в такой системе большой, как обеспечение лекарственной отрасли, бывают по разным причинам. Допустим, это долги, что мы имеем, госкомпании, Абхазфармацевт и так далее. Но, в общем-то, такого кризисного момента, чтобы люди не получили лекарства, так не бывает. Благодаря стараниям самого госкомпании, аптекоуправления и так далее, они звонят в другие аптеки, достают и так далее. В общем-то, не безразлична им судьба. Кроме того, сотрудники фонда находят возможности преодоления таких моментов. Список бесплатных препаратов для льготников устанавливает Кабинет министров. В перечень входит около 500 медикаментов. Одни ветераны считают, что этого перечня недостаточно. Другие льготники, наоборот, обращают внимание на необходимость пересмотреть подходы к выдаче препаратов. И тогда не будет не только дефицита, но и удастся сократить расходы. Главная проблема – это то, что у нас выдача медикаментов, к сожалению, происходит в отсутствии базы данных людей и их потребностей. То есть мы не считаем, мы в принципе не понимаем, сколько людей, таких-то категорий, льготников, им необходимы те или иные лекарства. То есть вот такой прогноз мне не доводилось видеть. Перебои случаются в том числе и поэтому. А какие другие причины могут быть, об этом мы можем только догадываться. От граждан, которые по различным причинам не хотят называть своих имен, мы получили информацию о том, что в последнее время сокращена выдача инсулина для людей, страдающих сахарным диабетом. А это жизненно важные медикаменты, и их выдача осуществляется в рамках бесплатной государственной программы.
жизненно важными препаратами ситуации, если даже возникают, они практически всегда очень оперативно решаются. Это и не только касается льготников, это бывают и по линии Министерства здравоохранения, и других направлений. Ну, ситуации бывают. Просто бывают ситуации, когда и на рынке Российской Федерации какие-то препараты могут временно быть в дефектуре. Бывает, там идет перерегистрация этих препаратов, отсутствует поставка какая-то в тот или иной момент. Но, в принципе, стараемся ситуацию мониторить. Если своевременно поступает информация, что эти препараты нужны, мы поставляем. Какие-то резервы стараемся, да, держать тоже тут. К сожалению, большие объемы затруднительно по таким вещам как бы здесь предусматривать. Но в целом, да, ситуация мониторится. Чаще, очень редко возникает ситуация, когда какой-то препарат не можем найти. В Министерстве здравоохранения говорят, что препаратов в республике имеется в достаточном количестве, и речь не идет о дефиците. И те, кто не смог получить его в районных поликлиниках, могут обратиться в Минздрав. Кроме того, нам объяснили, что изменится сама схема выдачи инсулина. Если ранее препаратом обеспечивали на полгода, то теперь его будут выдавать на месяц с расчетом потребностей конкретного пациента. А вот внятного ответа, почему все-таки препаратов в настоящее время нет в некоторых поликлиниках, мы не получили ни в Минздраве, ни в самих поликлиниках. Другой важный аспект оборота лекарственных препаратов в Абхазии – контроль качества. Завозятся препараты в основном из России, и там же обязаны выдавать сертификат качества. Сегодня мы здесь, на территории Абхазии, какие-то лабораторные анализы качества препаратов не производим. Причин на то масса, там разные факторы есть, я сейчас все не буду перечислять. Но у нас есть определенные договоренности с поставщиками. Как правило, это здесь поставщики, их небольшое количество. И по требованию они всегда готовы предоставить лабораторный анализ. Если возникает у нас такая потребность, либо какие-то сомнения у кого-то возникают, в принципе, документально, да, они предоставляют все свои заключения лабораторные. Но партии ввозимых в республику медицинских препаратов подлежат обязательному контролю и со стороны госстандарта. Потребительский надзор – отдел госстандарта, который должен следить за правилами торговли, в том числе это касается и деятельности аптек. Мы не даем сертификаты происхождения, там, качества и так далее. Мы даем сертификат подтверждения, что эта продукция сертифицирована, в основном вот из России завозят, и сопроводительные документы, обязательно сертификат и накладные. А что вам мешает качество контролировать? Мы не можем проверить качество медикаментов по такой причине, по простой причине, что нет у нас условий, нет таких лабораторий в Абхазии. Получается, что на территории республики определить качество лекарств невозможно. Для этого необходимо дорогостоящее оборудование. В случае жалоб со стороны населения можно провести исследование за пределами Абхазии. Как сказали в Абхазфармации, сама процедура проверки тоже вещь недешевая. Если проводить регулярно такие процедуры, расплачиваться за них опять же придется потребителю. Препараты, которые уже попали на прилавки, часто снимают с продаж на территории России. В Росздравнадзоре регулярно обновляют информацию на сайте о том, какие препараты из-за ошибок при производстве или другим причинам были сняты с производства и подлежат уничтожению. По данным Росздравнадзора, это около 7-8% от общего объема лекарственных препаратов. Существует ли такая практика в Абхазии, проверить сложно, но на сайте Минздрава Абхазии такие письма тоже размещены. В этой ситуации владельцы аптек должны в ущерб себе уничтожить купленный товар. В нескольких аптеках, в которых мы побывали, не припомнят таких случаев. В вашей практике бывало, что некачественные препараты попадают? Нет, такого случая у нас не было пока что. Наоборот, люди приходят и говорят, что препараты у нас всегда качественные и хорошие. В Абхазфармации заверили нас, что они регулярно получают информацию, и если в России что-то снимают с продаж, то то же самое происходит и у нас. Прецеденты такие были, это касается не партии, а чаще всего конкретного одного вида препаратов. Да, такая информация поступает и к нам.
Ну, на моей практике был 1 или 2 эпизода. Эта информация поступает, соответствующий препарат изымается из оборота, даже из медучреждений, если они туда поступили. Но это очень редкие случаи, но если они возникают, да, информацию мы такую тоже получаем. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД тоже один из органов, проверяющих деятельность аптек. На практике мы сталкиваемся лишь с недобросовестным отношением фармацевтов к исполнению своих обязанностей, а именно реализация медикаментов с истекшим сроком годности, в результате чего составляются административные материалы согласно по статье 153 со значком 2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия, то есть за продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям, стандартам, а также техническим условиям. За продажу медикаментов с истекшим сроком годности предусмотрены штрафы от 1200 до 4800 рублей. Суммы минимальные, выручка даже мелких аптек намного больше. Если даже государство не может влиять на ценообразование, но, возможно, в этой ситуации имеет смысл ужесточение законодательства.